Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Судья Азими. Здравствуйте. За годы независимости, наряду с другими городами и районами страны, столица Таджикистана, город Душанбе, значительно преобразился. Стал более комфортным и современным. Дальновидная политика руководства города Душанбе обеспечила наилучшие результаты в развитии ключевых областей, в том числе в сфере промышленности. За первые 6 месяцев текущего года в Душанбе объем производства промышленной продукции 78 предприятий составил около 2,5 миллиардов самани, что на 500 миллионов самани больше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года. Кроме того, темпы роста составили 123,1%. Экспорт продукции промышленных предприятий города Душанбе за этот период составил $3 миллиона, что на 992 тысячи долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эффективное использование новых мощностей, запуск производства конкурентоспособной, импортозамещающей и экспортоориентированной продукции создали благоприятную основу для роста промышленности города в первом полугодии 2024 года. Для обеспечения населения столицы свежей, качественной продукцией функционирует 26,1 теплиц, из которых 13,9 являются постоянными, а остальные 12,1 гектара сезонными. Внешний торговый оборот за отчетный период составил $586 миллионов, что на 32,1% больше, чем в прошлом году. В июне текущего года уровень инфляции составил 1,9%, экспорт $6,7 миллионов, а импорт $777,3 миллионов. Рагунская ГЭС – жизненно важный для Таджикистана стратегический объект, стройка века, дворец света нации. В настоящее время на строительных площадках этого судьбоносного гидроэнергетического сооружения задействовано около 16 300 строителей. Работы по строительству этой грандиозной гидроэлектростанции не останавливаются ни на минуту. О ходе строительства Рагунской ГЭС расскажет Зумрат Файзиева. В 2025 году будет введен в строй 3-й агрегат Рагунской ГЭС. В ходе своего выступления на встрече со строителями Рагунской гидроэлектростанции 10 августа 2023 года лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, со строительством этой крупной электростанции мы не только решаем проблемы нехватки электроэнергии для населения, но и создаем прочную основу для развития различных сфер экономики, в том числе бесперебойной работы промышленных предприятий, дихканских хозяйств, создания новых рабочих мест и улучшения состояния социальных сфер, особенно образования и здравоохранения. Поэтому еще раз подчеркиваю, что очень важна активизация процесса строительных работ на Рагунской ГЭС в установленные сроки, соблюдение международных стандартов, завершение этапов повышения уровня плотины и ввод в эксплуатацию очередных агрегатов. В настоящее время на строительстве Рагунской ГЭС трудятся около 16 300 строителей. Строительство ведется в 2 смены, то есть круглосуточно. Для выполнения работ задействовано около 3500 машин и механизмов. Продолжаются работы по укладке глинозема и фильтрующих материалов в ядре плотины на уровне 991 метра над уровнем моря. На данный момент произведена укладка 144 тысячи кубометров материала. Работы по укрепительной цементации осуществлены до отметки 1110 метров над уровнем моря. Кроме того, продолжается укладка горных пород в верхнем бьефе плотины и укладка гравийных материалов в нижнем бьефе плотины Рагунской ГЭС. Лот 3 включает в себя строительный тоннель 4-го уровня СТ-4 на среднем уровне водохранилища с подходными и вентиляционными тоннелями. На основании договора строительно-монтажные работы ведутся подрядчиком лота 3 компании «Таджик Гидроэлектромонтаж». Работы по прокладке тоннелей, укреплению, бетонированию и цементированию продолжаются. И на данный момент завершены работы по бурению в тоннелях и временному укреплению в объеме 141 568 кубических метров. Выполнены работы по укладке бетона и цементированию в объеме 56 499 кубических метров.
метров. В части разлома Йонахш выполнены работы по укладке и цементированию бетона в объеме 3432 кубических метра, а также монтаж арматуры в объеме 961 тонна. В выходной части строительного тоннеля 4-го уровня СТ-4 продолжаются взрывные земляные работы, укрепление горных склонов и бетонные укрепительные работы. В настоящее время завершены земляные работы в объеме 100 235 кубических метров. Завершены работы по проходке и временному укреплению в объеме 64 438 кубических метров строительных тоннелей затворов 4-го уровня. Работы по укладке бетона и цементированию в объеме 12 046 кубических метров. В здании управления главных ворот строительного тоннеля 4-го уровня выполнены проходческие работы тоннелей и временному укреплению в объеме 27 466 кубических метра. Работы по укладке бетона и цементированию в объеме 1430 кубических метров. Строители Рагунской ГЭС усердно трудятся на этой стройке века и арене национальной чести и достоинства с отвагой и настойчивостью. Патриотические усилия каждого из строителей будут записаны золотыми буквами в книге истории новейшей государственности Таджикистана. Зумрат Файзиева, Дильшодир Кушбак. Новости. Организованная преступность, связанная с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия, представляет серьезную угрозу безопасности личности, государства, общества, национальному генофонду, развитию экономики любой страны. Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан совместно с военнослужащими пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан выявлен и предотвращен очередной факт контрабанды наркотических средств из Афганистана в Таджикистан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан совместно с военнослужащими пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в приграничной зоне Яхчипун района Шамсидини-Шохин Хатлонской области выявлен и предотвращен факт контрабанды наркотических средств из Афганистана в Таджикистан. В результате были задержаны 2 членов транснациональной наркогруппировки. Граждане Таджикистан Мирдодоев Абдурахмон Мирзододоевич, 1958 года рождения, ранее судимый по статье 200 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, и Азимов Немат Яхьёевич, 1975 года рождения, уроженцы и жители города Иссаравшан Сагдийской области. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято более 39 килограммов наркотического вещества гашиш. В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что по предварительному сговору Мирдодоев Абдурахмон и его подельник Азимов Немат намеревались переправить полученные от афганских контрабандистов наркотики в Сагдийскую область и оттуда в соседние страны. Согласно заключению отдела судебно-медицинской экспертизы Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан, обнаруженное средство является наркотическим веществом гашиш, общий вес которого составляет 39 килограммов 840 граммов. В отношении Мирдодоева Абдурахмона Мирзододоевича и Азимова Немата Яхьёевича Следственным управлением Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело по статье 200 части 4 пункта Д Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Предварительное расследование продолжается. Сегодня ночью в 22:30 по душанбинскому времени состоится официальная церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже. В столице Франции в 3-й раз пройдут летние Олимпийские игры. Они продлятся до 11 августа. В них примут участие 10 500 спортсменов из 206 национальных сборных. Таджикистан представят 14 спортсменов. Для проведения соревнований задействовано 35 спортивных объектов. Будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта, в их числе дебютный вид брейкданс. На официальном сайте Олимпийских игр в Париже опубликовали расписание стартовых выступлений таджикистанцев. Откроет стартовые выступления олимпийской сборной Таджикистана в Париже 27 июля боксер Баходур Усмонов. 28 июля выступят дзюдоист Нурали
Эмомали и боксер Давлат Болтаев. 29 июля дзюдоист Бехрузи Ходжазода, 30 июля дзюдоист Солмон Махмадбеков и боксерша Мичгона Самадова. 31 июля дзюдоист Комроншохи Устопирион, 1 августа дзюдоист Джахонгир Маджидов, 2 августа дзюдоист Темур Рахимов и пловец Фахридин Маткамов. 3 августа легкоатлет Фаворис Музрапов и пловец Екатерина Бардачева. 9 августа борец-вольник Виктор Рассадин, а завершит выступление 10 августа тэквондистка Мунира Абдусаломова. Болеем за наших спортсменов и уверены, что они покажут самые лучшие результаты. В районах Горно-Бадахшанской автономной области, в том числе в Рушанском районе, процесс благоустройства и строительных работ наблюдается на должном уровне. Объекты вводятся в эксплуатацию, а также продолжаются работы на других объектах. В настоящее время с целью создания хороших условий труда для целенаправленного использования плодоовощной продукции в горных условиях успешными предпринимателями района инициированы малые и крупные проекты. В том числе ведется строительство консервного завода и холодильного склада в центре Рушанского района. В преддверии очередной годовщины государственной независимости Республики Таджикистан ускорены работы на объектах экономического и социального значения Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области. За полгода в районе введено в эксплуатацию 5 важных для экономики района объектов. Это районный фермерский уголок, спортивная площадка и тренажерный зал в селе Рошорф, спортивный зал Вампт и кондитерский цех в центре района. В то же время продолжается строительство других объектов. Так, в районе Ахвана ведутся строительные работы на заводе по переработке и консервированию овощей и фруктов с большим холодильным складом. Это место долгое время было заброшено. Раньше здесь находился вышедший из эксплуатации завод, занимающий площадь 1500 квадратных метров. А сейчас на его базе строится новый завод. Жительница села Вомар Ниязбегим Абдулова инициировала строительство нового предприятия, где параллельно с переработкой плодоовощной продукции будет функционировать холодильный склад. Идею бизнес-вумен поддержали власти района и области. Таким образом, строительные работы продолжаются согласно плану. Наряду с консервным заводом и холодильной камерой в ближайшее время здесь будут построены и другие объекты инфраструктуры, в том числе круглосуточный магазин и гостиница. На выполнение этих работ уже выделена сумма в 5 миллионов 600 тысяч сомани. После завершения работ около 100 жителей района получат постоянную работу. Я предпринимательница Ниязбегим Абдулова. Хочу, чтобы урожай, который мы собираем, не пропадал. Поэтому мы строим завод, на котором будет производиться сушка и консервирование фруктов и овощей, в том числе тутовника. А также здесь будет холодильный склад. Кроме того, мы строим точку реализации продукции по цене ниже рыночной и гостиницу для развития туризма. Успешный предприниматель смогла создать благоприятные условия для быстрого развития рабочего процесса. Крыша предприятия покрыта железными конструкциями, продолжается внутренняя и внешняя штукатурка здания. Энтузиазм, с которым строители взялись за работу, позволит ввести в эксплуатацию это промышленное предприятие уже до очередной годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбах, новости. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.